Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, со мной сегодня Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. Друзья, стоматология – это искусство и наука, заботы о наших улыбках. Заботясь о своих зубах, мы заботимся о своем здоровье, о своем самочувствии, уверенности в себе и вообще о качестве жизни. Сегодня у нас в гостях генеральный директор стоматологической клиники «Элдент» Ева Акимова. Ева, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ева. Познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я смотрю, у вас что-то очень все вкусное. Чем вы будете сегодня нас угощать? Что будете готовить? Так как я из Северного Улуса, с Булунского Улуса, с Тикси, я решила сегодня приготовить рыбу в фольге. Рыба у нас будет муксун и домашняя оленина. То есть это, скажем так, исконно традиционная ваша кухня? Да. Как вы с готовкой вообще? Ну, стараюсь. На вы, на ты? Вообще любите готовить? Да, конечно, люблю готовить. Из детства. А кто вас учил готовить? Мама. Мама была поваром. Мама вообще повар, да? Да. Ага. А почему вы стали зубными шутками? Так, давайте начинать. С чего начинаем? Так, ну сперва я начну с овощей, а Семен, наверное, возьмет на себя рыбу. Вот у нас получается рыба уже вот разделана, но тут надо немножко поработать с костями. Ага. Да, мы так зафилировать, да? Да, мы по чуть-чуть ее подготовим. Да, готовим. Да, положим. И, в принципе, сейчас Ева у нас займется овощами, у нас будет некая такая быстрая запеканка. Ага. И потом мы займемся нашей олениной и покажем нам. Хорошо, давайте каждый по своим делам, да, а я буду, как обычно, задавать вопросы. Ева, ну хорошо, вы родились в Булунском Улусе, ничего, никого не трогали, учились, скорее всего, и как дальше складывалось, что произошло в жизни? Так, ну после окончания школы я приехала сюда, как все дети, поступать. Поступать, да. Поступила я в медицинский колледж, на медицинскую сестру. Так, окончила. Хотя мама повар, а отец? Да, мама повар. Отец? Отца у меня, к сожалению, не было. Ой, так. Так, ну, благополучно закончила красным дипломом медицинский колледж. Вау. И пошла работать в первую поликлинику. Ну, отработала, да. Так. Отработала там совсем недолго. Поняла, что это совсем не мое. Ну, надо же. То есть именно быть медицинской сестрой это не мое, так как с детства я всегда была более тем, кто организовывал мероприятия, концерты, быть ведущей, выступать. Ну, не тусовщица. Шутка. Ну, как бы некоторые люди относятся, думают, что вот тусовщица легкомысленно, как бы немножко, да, но с другой стороны, они тоже должны понимать, что это довольно тяжелый труд, да, организовывать все прочее. Так, и вы? Так, ну, как бы больше управленческим хотела заниматься. И как-то так получилось, что я попала в частную медицинскую клинику многопрофильную и стала сперва администратором, старшим администратором и уже управляющей. Карьера пошла в гору. Да. Так. Без специального образования, то бишь, да? Да. Ну, надо же. Так. Мне больше всегда нравилось решать какие-то проблемы. Ситуативные, да? Да, ситуативные. Так. Ну, потому что, ну, как управленческая, это же как бы просто найти... Вы сказали, что как администратор начали, ну и уже были управляющими, да? Дослужились, скажем так. Ну, это дорого стоит, да? С документами я очень хорошо работала. Имеется в виду делать отчеты, составлять. Это все было мое. Ну, то есть, скажем, прямо на полях изучали внутреннюю структуру организации, как все должно быть. Да. Так? Можно я возьму пока вот это? Вот. Ну, вышла замуж. Муж также окончил медицинский колледж. Так, да? Да. На зубного техника. Скажем так, коллеги. Да, коллеги. Так, рыбу нам надо посолить, поперчить, приправу для рыбы и сбрызнуть лимонным соком. Окей. Вот. Уже получается некий такой бизнес, да? Шел уже, да? Он так мечтал и так хотел, чтобы я с ним работала, а я как бы от стоматологии была далека. Так. Ну, то есть не то, вы медицинское образование тоже, но другой профиль, скажем так. Да. Так. Но он знал, что я умею
в управленческом деле. Что Ну, то есть вы как бы дополняете Да. друг друга, да? То есть прямо он знает изнутри кухню, а вы изнутри, а кухню я знаете все изнутри. бюрократические дела. Ну, скажем, организационные, Да, да. организационные. Да-да-да. Итак, Ну вот так мы и на пришли. семейном совете вы приняли Да. решение. Это я вас... В 2020 году мы решили Чеснок не надо? чеснок. Не надо, да? Да. Это на линии. Лук тоже на линии, да? Да, лук сюда будет. Вот, в 2020 году мы решили открыть стоматологию, но я забеременела, ну и надо было сидеть дома. Так. А беременность протекала сложно, так как была эта беременность двойней. То есть вы уже знали, что у вас двойни будет? Да, А у вас вообще в роду двойни были? Это Ой. же как-то такая, ну, довольно редко. ну да, редко, конечно. Ага. Так, ну, особо историю не знаю, но по маминой части где-то там Линии, давно да, было. да, Да, потому что по говорят, что это ну, генетическая предрасположенность может быть. Ага. Так. Вот. И вот в 2020 году мы решили, и вот в конце 2020 года я родила, и уже как бы вообще мотивация сильная появилась, чтобы открыть свой бизнес. Мгм. Так, Детей кормить надо. да, детей Как кормить говорится, раз надо. родили, но надо Ага. что-то делать. Так, ладно. Вот, я ушла со своей той работы, и уже осознанно с мужем решили открыть, но пришел ковид. Да, Да, и нежданно-негаданно. нежданно-негаданно. Перчатка это твоя? Перчатка твоя? Щетки? Держи. Так, Семен, расскажи, пожалуйста, что ты вот пока сделал? Да, мы, Пока у получается, нас рыбу небольшая уже отделили от костей, Ага. добавили соль, перец, добавили приправу для рыбы, которую нам принесла Ева, немножко масла и сок лимона. И вот так надо сейчас все это перемешать, чтобы это у нас все соединилось. Ага, такой своеобразный маринад получается, да? Да, Да. А рыба уже очищенная? рыба очищенная, уже Да. костей нету. И, в принципе, мариновка у нас пройдет быстро. И приготовится, я так думаю, очень быстро. Да, Да, и Само приготовить. собой, посолить, поперчить, приправки. Досолить еще можно. И все, в принципе. У нас рыба готова. Мы ждем да. овощи. Овощи тоже готовы. Также надо сюда растительное масло, соль, перец. Тоже немножко перемешать. замариновать, да? Да, и делаем уже подушку. Это будет так слоями, да, Да. выложить? И мы это все отправим В духовку. в духовку. Так, и возьмем за салат, да? Итак, наступил ковид, мы остановились на Да. вашем рассказе. Наступил ковид. Как все помнят, никакие инстанции не работали, чтобы Ну да, да, получить всё- ни лицензию, ни Ну, не самое лучшее заключение. время для того, Да. чтобы для некого стартапа, конечно, Да. да, когда неопределенность и вообще непонятно, тогда же действительно же, что же непонятно Да, было. был карантин. Что вообще происходит, да? Но был карантин. Такой вопрос был. Скорее Вообще всего, закрыли и помещение, Да, в котором да. мы хотели арендовать. Ага. Так, лаборатория работала, но как бы когда закрыли, тоже мы Ну, все слава сидели богу, дома. что ковид случился раньше, чем вы открыли. А могли открыть, и тут же ковид, и Ну вообще да, это да. было бы ужасно, да, конечно, да. Многие, короче, бизнесы, скорее всего, очень сильно пострадали. Получается вниз, да? Да. Ага, Вниз распределить. Это такая овощная Подушечка будет получается, для рыбы. и сверху рыба, да? Да. А почему так делается? Почему, Семен, объясни, пожалуйста. Ну, смотри, у нас рыба может засохнуть внизу, Ага. прилипнуть, во-первых, да? А так она, получается, также будет готовиться и отдавать свои соки в лук, морковь, Ага. картофель. И у нас должно, в принципе, все аккуратно все получиться. У нас выглядит это вот так. Здесь? Так, куда вот показать? Так, тут по вкусу можно добавить, кто как любит. Майонез, сыр. Так как мои дети и то любят, дочка сыр, мальчик майонез, так что я все добавляю. Можно еще укроп добавить. Да? А так и майонез И сыр, добавляем. да, может быть? Да, или как? можно и сыр. Майонез, сыр и укроп. Вот. Так, в августе я родила, 20-м. 2020 года. Да, родила, ну и пришлось сидеть дома. Пока о стоматологии мы забыли на пару месяцев. Потом прилетела моя мама и начала нам помогать. И тут мы уже как бы решили уже твердо взяться. Сделали ремонт в кабинете. Изначально у нас был кабинет. Так, сделали ремонт и работали мы по очереди.
Кто-то за... Да, кто-то днем это. я была и бухгалтером, и администратором, и ассистентом. Ассистентом, и потому что, уборщицей, и да, строителем, и сантехником и, иногда. да, всем. Да, и охранником. Вечером прибегала домой, уходил уже муж. Ага. Он по части протезирования, по части где-то выбросить мусор, где-то что-то подкрутить. Ну да, да. Да, так и работали. Вроде как бы все получалось. Вот сюда, Да, и сверху уже. Так, вроде как бы уже все начало получаться. Наняли ассистентов, администраторов, работа наладилась. И тут наступает мобилизация. Так. Вторая наша проблема. Думали, что, возможно, как бы, ну, никто ничего не знал. Может, Да. муж уедет, а куда я с двумя с детьми, еще и с кабинетом, еще и с лабораторией. Так. Вот, ну, слава богу, это все прошло. Ну и как-то это все быстро, мы решили это все сделать. И уже через год уже мы открыли стоматологическую клинику. Мгм. А откуда название? Так, Кто придумал название, над названием мы с мужем долго думали, изучали название стоматологии города Якутска, логотипы смотрели. Потом задались вопросом, что стало нашим мотиватором-то? Ну, в первую очередь, это наши дети. Да. Ага, двойняшки. Так. Сына зовут Эльдар, девочку Элина. И взяли первые две буквы Э и Л и соединились Дент-зуб. И получилось Элдент. Эльдент. Да. А над логотипом я даже не задумывалась, потому что очень- муж очень был... символично, да? Да, муж был творческим человеком, и как бы я знала, что он справится, и логотип, и название все так быстро у нас получилось. Мгм. Так, и с чего вы начали вообще? Как вы начали продвигать клинику? Так, ну, в первую очередь мы наняли СММщика, таргетолога, чтобы вообще понять, как нам работать, с чего начинать, и больший уклон делали на рекламу. Ага, а вы до того, как открыть клинику, вообще, скорее всего, провели некое маркетинговое исследование же, да? Ну да. Да, потому что вы понимали, что влезаете в рынок, скажем так, очень остро конкурентный. Да, конечно. Так, Наш маленький город и так много стоматологических. сколько? Ну вот около 135-140. 100, Да. это неимоверно много. Да, Причем если по причем 2 это ГИСу посмотреть. Да, причем это все коммерческие. Да, коммерческие. Плюс еще есть городские, Да, которые, городские. скажем так, лечат по полисам. Правильно же? Да, конечно. Да. Но это очень много. И тем не менее. Элдент – стоматологическая клиника с широким спектром услуг. Собственная зуботехническая лаборатория с новейшим CAD/CAM-оборудованием. Социальные скидки от 10%. Оплачивайте лечение бонусами ЛООКа или в рассрочку. Ждем вас на бесплатную консультацию. Почему именно вот стоматология? Ну, то есть муж занимается... Да, муж занимается, это была его мечтой. Я хотела ему помочь, но затем это стало тоже моей мечтой. Я прямо загорелась этим, прям думала, что же делать. И не хотелось работать так просто, ну как обыденная работа. Прийти, полечить, уйти. Нет, именно хотелось что-то делать. Свое. Да, свое, творить, чтобы это было чуть-чуть по-другому. То есть вопросы о самореализации, опять же, да? Да. Самочувствие, собственно, когда говорит, это я сделал, вот Да. это, да? Вот эти моменты, Да. потому что это тоже же очень важно. Ага. Нас было двое, ну вот с мужем, да. Если он где-то все спокойно делает, а я как бы загораюсь этим прямо, то он где-то меня приостановит, успокоит. то есть Ну, вы такой тандем у нас друг друга хороший. дополняете, да? Какой-то некий бизнес-план, наверное, Да, написали, да? конечно, Какие-то конечно. цели, куда вы Да. должны прийти и все прочее. Насколько долго это у вас бизнес-план? Это Ну, виднись. всегда бизнес-плана как такового не было. Так, Мы- ладно, ладно. Вечер наступал, дети же были маленькие, ну они и сейчас маленькие, они были И маленькие. вы за мозговой штурм. Нет, в 9 часов мы их укладывали спать и садимся вдвоем на кухне в тишине и начинаем разговаривать. И по сей день так же. По выходным садимся. Потому что если дети бегают, как бы что-то хочется сказать, но это все забывается. Ну да. Да, а когда в тишине, то вот каждую есть неделю мы прописали, садимся, наверное, и разговариваем, что мы хотим сделать, либо что наоборот не надо делать сейчас, вот, допустим, на данный момент. Ну, вот так вот все происходит у нас в семье. Надо же. Так, и вы говорили, что большой упор сделали на рекламу, на да, SMM, на рекламу. Ага. Снимаемся именно на якутском языке.
там половина видео на якутском, показываем именно себя самих, допустим, без привлечения блогеров. Сами? Да, сами. То У есть нас вы почти все сами, рекламы. собственно, лица Да, мы своей собственные клиники? лица, показываем, с чего мы начинали, с маленького кабинета, за год дошли до большой клиники, со своей лабораторией. Вот, ну, больше, да, акцент на рекламу. Именно себя самих. То есть, как бы внутреннее, мини-сериалы. искреннее просто Да. показать мини-сериал. Как- Вот, как вот правильно, да, мини-сериалы, да. мини-сериал. Что вообще, вот зачем идет? Ну, то есть, по большому счету, тот человек, который собирается свое открыть, что-то такое, может ваши Reels и Stories посмотреть и, скажем так, как руководство к действию применить. Так, да? Да. Есть какие-нибудь, какие-то, наверное, акции делали, да, что, чем гордитесь, или что-то запомнилось, может быть? Да, конечно, клиентам, акции да? периодически, социальные скидки всегда делаем. Работаем с якутскими приложениями, вот как Лока, чтобы каждый пациент себе какие-то кэшбэки брал. Ну и самое, чем гордимся, это наш проект. Какой? Проект был у нас «Улыбка мечты», которая шла около 7 месяцев. Мы Это начали. что? Кто придумал? Я придумала, это мне приснилось. Серьезно? Да, приснилось после Нового Ну, года. как тут не скажешь, что, ну, скажем, где-то мистика, да? Ну да, где-то так проснулась, утром рассказала мужу, прямо загорелась, потом своим рекламщикам и начали уже реализовывать. Так, это что И, такое? ну вот, к 8 марта мы решили сделать конкурс «Выиграй улыбку мечты». Для этого надо было конкурсантам рассказать на всю республику, ну вот снять себя на всю республику, так как это все выкладывалось ну, во всех социальных сетях. Вот. То бишь, будущий конкурсант, он Да, снимает себя. Он снимает себя, сперва Типа, ну, отправлял фотографию, до. да, до, И после. и рассказывал, и возможно- почему так у них случилось, или почему не хватает денег, либо какие-то жизненные трудные ситуации, почему не получалось, как бы это все сделать. Конкурсантов было очень много. Вообще было очень много, я даже не ожидала. Оказывается, люди даже и не стесняются. То есть главный приз вы полностью Да, полностью. делаете, скажем так, Протезирование, лечение. Туда не входила имплантология только. И все остальное входило. И вот мы 2 дня то есть, проводили. ну, то, что сейчас, ну, как бы притча во языцах, голливудская улыбка, Да, улыбка Так. на миллион. так называется. Ага, да. Ну вот было конкурсантов очень много. И в финал попали 3, и люди уже сами голосовали за них. Кому отдать голос. Вот. И первое место заняла у нас девушка Ярославна. Да, с проблемными очень зубами после родов. Ну, у нее там что-то случилось, и все зубы были очень черные изнутри. Прям. Да, был очень тяжелый случай, запущенный. Мы еще побоялись, получится, не получится. Так, ну да. Да, потому Как что, говорится, ну, все тот зубы. момент же такой назвался грузнем полезай пузо. Да, потому конечно, что да. надо так сделать, и это в том числе и ваше лицо, да. что не дай бог не справитесь, то потом говорит, фу, провели какую-то шнягу, и что это такое вообще? Да, могли же такое сказать. Да, потом мы все переговорили, и благодаря нашим сотрудникам и самой победительнице, что она такая была стойкая, терпеливая, Ага. и ну, мы пришли к тому, что через 7 месяцев она обрела прям Так долго. белоснежную улыбку. Ага. Да, это было очень долго. Как долго длился конкурс вообще? Ну, то есть вот отбор Конкурс заявок? длился месяц. Месяц. Ага. Месяц, ага. И полгода вы потом девушку полгода лечили, уже. тоже опять же все этапы выкладывали, все скорее этапы всего, обязательно показывали, выкладывали. что, как ее самочувствие и все прочее, да? Да. Так. Дальше у нас. Так, оленину надо будет слайсами и потом тонкой соломкой. А я возьму перец. Да, вы неплохо даете указания. Молодец. Чеснок тоже, да? Все-таки как бы, да, Да, видно, чеснок, что, да, лук нам Семен, уже не управленец. Да. Семен безропотно слушает и все делает. Ну, тоже, да, часть, скажем так, Ну вот, руководства. потом наконец-то это свершилось. И Мы- вы показали итоговый результат. Да, итоговый результат. Было столько слез счастья, когда мы этот проект заканчивали. Все плакали. Ну, вообще ситуация вин-вин, да, все победили, ну, то есть все получили, скажем так, да? Да, Ну, и все получили, даже все финалистки. Да. Хоть они и не попали Ага. в сам конкурс, но за счет этого проекта девушку, которая заняла 3 место, ее пригласили в Китай сделать зубы. Была бы моя возможность, я бы, конечно, всем сделала. Но
3 победительницы, как бы Ну мы да, не могли. ну то есть как бы... Да, ее позвали, ей сделали зубы, а на втором месте была тоже девочка, которую прям зрители очень полюбили. Очень полюбили и предложили нам открыть сбор средств. Прям люди все. По То есть 5 давайте рублей, типа поможем. по 1000 рублей, да. Мы прямо отчитывались, и вот девушке мы сделали не то что протезирование, но эстетику передних зубов и вылечили все кариесы. В принципе, все вышли победителями. Да вообще, да. Да, Ну, и мне просто это так молодец. вдохновило, Ага. что именно что вот вы я... готовы на постоянной основе, может быть, Да, на будете делать. постоянной основе это уже точно. Да, потому что вы делали доброе дело, вы провели некий конкурс, отбор, показали, что все это как делается. Кто-то получил победитель красивые, здоровые зубы, которые тоже очень важны, да. А вы себе, скажем так, то, что yes, я это сделала, и Да. плюс еще и реклама. Ну, Да, то есть вообще все конечно. победили, получается, Да, да, все реальная победили. действительно ситуация. Ива, а как вы подбираете сотрудников, подбирали сотрудников? Сколько у вас вообще народу работает? Так, ну сейчас с совместителями, если с зубными техниками брать, с рекламщиками, около 25 человек Ну, нас. это большой коллектив, да. Да. Потому что стоматология, ну да, это не слабая так, да. Как вы подбирали коллектив? Ну, если начать заново, то было очень проблематично искать Ну, скорее сотрудников. всего, учитывая то, что так много клиник, да, но многие, те, которые есть уже сотрудники, они трудоустроены. Да, конечно, ага. Ну, так как муж уже был в этой сфере, у него то через знакомые были, знакомые, да, да, через друзья, знакомых, может быть, да? друзей, он звал, там, чтобы помогли в первые месяцы, возможно, да, а потом уже через наши рекламы уже начали сами приходить и хотели как бы уже Где-то работать с что-то не нами. устраивает, они готовы поменять, скажем Да, так, работу. Да? да. А еще такой вопрос, ну, может быть, не совсем правильный, да, но вчерашний студент мединститута, который закончил стоматологию, он может устроиться сразу работать? Да, конечно, и Ну, то уже есть с третьего проблем- курса. Даже с третьего курса, Да. ну, проблем нету, да? Ну, то есть Нет. что-то несложное, кариес, там что-нибудь Нет, такое? на третьем курсе он у нас как ассистент. Ага. На 4-м курсе им уже выдают разрешение на врача-гигиениста. Это вот На тело. профессиональная чистка зубов. На тело, так, ага. Вот. И до окончания он как бы уже работает гигиенистом. И уже после 5-го курса уже несложные кариесы. Уже может начинать. Да, Ну, конечно. они даже уже, можно сказать, во время учебы иногда бывает так, что человек приходит на практику, да, студент, Да, конечно. Я уже помню, остается автоматически. Да, может да, работать. говорят, Да. сейчас будет вас лечить практикант. Я такой, черт. Ассистентами они уже как бы всему учатся. Ну, то есть прямо вот рядом стоят с врачом и видят все, да? 4 руки работают и уже Ага. всему учатся. И видят все, помогает все, как делать, да? Получается, за 2-3 года они узнают всю технологию, запоминают, да? Немаловажный вопрос. Все хотят красивые зубы, здоровые зубы, да? Согласитесь с тем, что все-таки это здоровые зубы, это больше генетика или как? Ну да, соглашусь. Генетика играет огромную роль. Многие до 70-80 лет полностью все собственные зубы Да, имеют. есть и такие. Есть и такие, да. Включаем? Поближе давайте. Поближе? Давайте поставим. Это нам уже не нужно. И можно включать, да? Вот это для соуса нам будет нужно. Так, тогда я уже... Надо сперва Семен, пожарить ты мясо. проследи, пожалуйста, ее на максимальный поставил. Да? Ой, прям- Вот так перевернуть. Полезно тебе. Так, мне нужна тарелочка, чтобы сделать соус. соус, да? Конечно, считается, что вот основные такие моменты. Минимум раз в полгода ходить на профилактику. Да, Что обязательно. еще помогает, чтобы сохранить зубы? Профилактика вместе с профессиональной чисткой зубов обязательно делать. Ну, то есть недостаточно обычной зубной щетки? Да, Не те. конечно. Ага. Чтобы камни там, да, все такое. Да, эти все камни убрать, всегда пользоваться хорошей зубной щеткой, менять каждый раз ее, каждые 2-3 месяца. Что значит хороший? Какая самая хорошая? Ну, сплат, куропрокс. Ну, вот мы, например, советуем куропрокс. Это вот 4000 щетинок. Такие щетки есть, да? Да, такие щетки есть. Так, небольшая реклама. Так, Также и зубные нити. И главное, чтобы это все частенько менялось. Так.
о клинике. Какие основные направления, какие услуги вы оказываете вообще? Так, по услугам взрослая терапия, хирургия, ортопедия, имплантология и цифровая зуботехническая лаборатория. А это что значит? Это значит, мы работаем независимо, мы не отдаем другую лабораторию, у нас уже все свое. И цифровая – это каткам оборудование, которое делает из 3D принтера зуб. Да, Даже это так? вот Новая из технология материала получается, цирконий. Ну, то есть вы прямо вот так раз снимок сделали, Да. и прямо на экране показываете, и вот Да, у вас вот такое посмотрели. будет. Да. Нравится? Нравится. Все, приступаем. Типа такого, да? И смотрим, и что человек хочет, по его желаниям, по его запросам, по кошельку, как немаловажно. Ну да. Потому да. что наша лаборатория делает и съемное протезирование, и несъемное, и цифровую. Так что выбора как бы много. Золотые зубы продолжают делать сейчас? Почти нет. Почти нет, да? Да. Ну, потому что 80-е годы золотые зубы, это же было вот что-то вот такое. Да? Сейчас уже перестали. Да. Ну, слава богу. Как в любой сфере услуг, Ева, согласись с тем, что самое главное, чтобы клиент возвращался к вам снова и снова. Да, повторная покупка – это всегда признак того, что люди вам доверяют, да? Да. Какие еще вы делаете такие поддерживающие такие услуги? Ну, рассылками занимаемся нашим постоянным клиентам. В день рождения предлагаем какую-либо скидку. Вот, на профосмотры приглашаем. Ну, вот как, Посмотрим, это профилактически, да? да, профилактические осмотры. Там посмотреть, может сделать чистку зубов, чтобы предотвратить кариес. Ну вот как-то так работаем. А дает ли ваша клиника, вообще стоматологи дают гарантии некие? Да, конечно, гарантии обязательно в Да. первую Какие очередь. виды гарантий существуют? Так, Что ваши зубы не выпадут 50 лет? Или нет? но это все равно при соблюдении Ну да. рекомендаций врача в первую очередь. Ну, я грызу кости, у меня частенько зубы ломаются. Что делать? Да. Ну вот в такие вот мы можем предложить сделать, возможно, и лайнеры, либо капы. Ну, для каждого человека индивидуально, чтобы сохранить тот вид протезирования, который мы делали. Ну, сейчас, наверное, уже нет, но вот мое поколение, очень многие боятся стоматологов. Да. Просто советская стоматология, сейчас оглядываясь назад, Господи, упаси Боже. Просто я свое детство помню, что это было что-то, нечто страшное, но сравни пыткам. Ну, может быть, не хватало обезболивающих и все прочее. Сейчас вообще как обстоят? Да, до сих пор приходят люди, которые очень боятся. Потому Просто что вот сидят вот так. осталась та школа, которая Начинает была укол, тогда. и вот так. Да. Ну, а у меня тоже, да, невольные судороги уже начинаются, потому что это где-то на подсознательном уровне. Сперва мы начинаем сообщение. Ага. Сообщение о том, что уже хорошей анестетики, во-первых, Да. не то, что было в те года. Да, И да, каждый врач сейчас Новокаином уже никто не пользуется, Да. слава богу. каждый врач сейчас уже стараются сохранить зуб, а не как в то время. Быстренько поставили Чувство укол, заболел сразу и вырвали, да. Вот да. так же было. И у многих эта проблема, да. Это вместе с морковочкой нашей. Хотя можно, Маслица. да, чуть-чуть маслица. Так, морковку с перцем. Сначала морковку, да? Да. То есть в первую очередь общение. Да, в первую очередь То есть общение, какой-то такой подсказать, да. психологический подход, да? Психологический подход. А если это не помогает, что вы делаете? Есть анестезирующие всякие гели, которые сперва намазать, чуть-чуть, чтобы подождать, а потом укольчик, Тогда они который- совсем ничего не почувствуют и уже могут спать. Так и делают. Все спят на приемах. Серьезно? Еще включаем какую-нибудь хорошую Расслабон-музыку? Да, либо по желанию пациента. Возможно, где-то кому-то ужас понадобится посмотреть. Ага, даже вот так, такой да. случай у нас Но был. сейчас современное поколение, дети, они уже, Да, они даже спокойно они уже. даже не знают, что зубы лечить это больно и страшно. Да, Даже же? да. Ну вот наше поколение, конечно, да. Сейчас я вот так И думаю. этот страх очень у всех остался. Да, у всех. Почти у многих у людей. Да. Ну, невольно, я умом понимаю, что
Ну, скорее всего, сильно больно не будет, но все равно вот это вздрагивание, Особенно этот звук стресс, бормашины. да, и звук бормашины уже такой. Так, а у нас что происходит? Ну, расскажи, пожалуйста. Мы уже жарим наши овощи. Мы должны их не до готовности, да? Да. Так, слегка прижарить на сильном огне. Потом Так, потом мы это выкладываем в тарелочку, сверху нашу оленину и посыпаем уже нашим соусом. Как человек с рекламным прошлым, не могу не задать вопрос. Да, вы заходили на рынок остро конкурентный, да? Да, вы, скорее всего, какие-то свои именно конкурентные преимущества, то, что вас отличает от ваших коллег. Да, что у вас есть? Это мы сами. Да, это мы сами. Вот именно хотим показывать не только работу, не только вот что-то так, а именно как мы к этому всему шли, как мы идем, снимать наши смешные где-то мини-сериалы. И- То есть реальные истории. Да, реальные Что, истории. зачем, что за красивой улыбкой, за этой работой стоят обычные, Да, вот, обычные люди. обычные что люди. нас не надо бояться. Вот он я. Да. Идите поговорите со мной. Грубо говоря, так, да? И, ну, в первую очередь, это наши проекты, которые сейчас уже в плане есть. И, возможно, не такие долгие, вот как первый наш был проект, а, возможно, где-то короткие, чтобы быстро осуществить их мечту и даже найти других спонсоров, чтобы где-то косметологию, возможно, чтобы полностью преображение то есть делать. некие такие коллаборации, Да, да? Что-то коллаборации. вместе делать. Это я прям очень хочу делать. Ага. Вот именно этим. То есть вы уже начали рассказывать о своих планах, которые вы предвосхищаете, прям вопрос будет Да. следующий. Ага. Что еще у вас в планах? Так, открыть детскую стоматологию, конечно же. А это отдельные разрешения? Да, или что конечно, это? отдельное разрешение с отдельным входом, вплоть до туалета, так что Так. к этому надо идти очень серьезно, потому что это ответственно очень. Да, потому что я Да. замечаю, что немногие клиники имеют право работать с Да, детьми. да, конечно. Даже. Ага. Ну что, друзья, смотрим, наш Семен несет нам Да. нашу рыбу. Мы взяли Уже паузу, подготовили. И что, мы на финальном этапе Да. на финальном этапе сейчас мы будем сервировать, да? сервировать. Да, и скорее всего и Семен этим будет заниматься. Ева, у меня такой вопрос. Вспомнили советское прошлое. Насколько сильно технологии вообще меняются? И вообще уже зашло в тупик или что-то еще до сих пор продолжает придумывать в лечении, и чтобы у людей были красивые зубы? Да, конечно, с тех времен изменения Ну, очень большие. Очень да. многие, да. Но Да. сейчас имею в виду, что до сих пор продолжаете что-нибудь такое делать? Да, конечно, продолжается. Ага. А что, например? Так, Самое главное безболие. да, хорошие анестетики, Ага. лучшие анестетики. Даже сейчас анестетики подбирают для беременных, для людей, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так что Ну, то есть такой- анестетики, такой да, на выбор есть. Подход комплексный. Да, Ага. подход. Ага. Вот. Виды протезирования очень много стало. Мгм. Вот компьютерные технологии. Так что все очень даже хорошо. И такой вопрос, как бывшего рекламщика или продолжающегося рекламой заниматься. Как вы строите отношения с пациентами? Какую-то атмосферу доверия, каким образом вы Так, создаете? ну в первую очередь атмосферу создаем доверительные. Это наши квалифицированные врачи, специалисты, зубные техники. Вот, к нам приходят на консультацию, мы с ними по-простому разговариваем, показываем, как это все будет, спрашиваем, на какую сумму вы рассчитываете, и находим любые пути. Главное, чтобы все получилось по их запросам, по желанию, по кошельку. Вот. Общаетесь ли вы с коллегами? Да, конечно. Да. А дружите? Шутка. Ну, дружбой сильно не назову, но на одной волне мы всегда. Мы всегда вместе отдыхаем. Я всегда стараюсь на любые праздники всех вывозить куда-нибудь. Беру в аренду домики. Допустим, совместный эсэх у нас. Получаем алгыс, приглашаем специальных гостей, играем. Вот.
всегда вот на такие корпоративные мероприятия обязательно, вы чтобы с они коллегами отдыхали, вообще? да, чтобы не всегда были в работе. И там же уже совместно планируем какие-то проекты, может что-то изменить. Там, ну, когда мы все вместе собираемся, у кого-то какие-то идеи. И тут они уже раскрепощаются, и как бы все планы реализуются. Тимбилдинг такой получается, да? Да. Так, и у нас рыба уже разложена. Сейчас что? Так, сверху мы кладем нашу оленину. Поджаристую. Мы прям очень любим оленину. Я тоже. Я вообще люблю дичь, я вообще люблю мясо, все. Да, и сверху поливаем нашим соусом. Специальный соус вы туда добавляли, по-моему, Так, соевый соевый, соус, да, зелень, растительное масло, зелень и лимонный сок. Чеснок. И чеснок. Да. И Обильно так, да? обильный, да. Микрозелень. Да, чуть-чуть добавим, чтобы красивее было. Ну вот, вообще красота. Ну, друзья, приятного аппетита нам. Давайте пробовать, что у нас получилось. В первую очередь, конечно же, я попробую рыбку. Да, муксун свежий. Да, очень свежий. Балдежно. Обязательно сам все съем до конца. И салатик обязательно надо попробовать. Ой. Нам намекает, что наша передача подходит к концу. Ева, а красивая улыбка меняет жизнь людей? Да, конечно. Очень даже сильно меняет. Тому доказательство результата нашего проекта. Ага, вот этой улыбки мечты. Девочка, которая победила, она не работала, во-первых, то есть ее не брали на работу. Она была риэлтором, она не могла общаться с людьми. Но после того, как обрела улыбку мечты, и прямо отдельный кабинет, она встречала, у нее красивая улыбка. Девочки все реализовались. И зубы, они дают такую уверенность. Ты уже начинаешь хорошо общаться с людьми в первую очередь. Пропадает комплекс, да? Да, конечно, Да, когда комплекс. люди говорят, ой, какая у тебя красивая улыбка. Да. Ну, а что тут еще? Никаких слов не надо. Да, красота Вместо и тысячи уверенность. слов. Вот, Вместо да. тысячи слов. Да. Элдент – стоматологическая клиника с широким спектром услуг. Собственная зуботехническая лаборатория с новейшим каткам-оборудованием. Социальные скидки от 10%. Оплачивайте лечение бонусами ЛООКа или в рассрочку. Ждем вас на бесплатную консультацию. Ну что ж, еще раз вам огромных надо успехов пожелать. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители, желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии, творческих сил, фантазии и реализовывать свои, так сказать, мечты и не останавливались ни на каком пути, а идти только вперед. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была генеральный директор стоматологической клиники «Элдент» Ева Акимова. Еще раз огромное вам спасибо, Ева. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы, ешьте, как мы, всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.